Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным стало, и ненадолго подаришь примор. Темный РТС, привет, дорогие друзья! Как я обещал, каждый день буду снимать выпуск. Сегодня я нахожусь возле Кочояга, месте, где вы, возможно, многие из вас тут собирают грибы. Мы сегодня поехали со специалистами по особо охраняемым природным зонам в республике Коми, чтобы посмотреть на плавунок заливаемый. Некоторое время назад у меня на странице выходил пост про плавунок. Так вот, сегодня я вам покажу настоящий плавунок заливаемый. Возле станции Язель на карьере, где сейчас снимается проект «Территория Коми», замечено больше всех плавунков, заливаемых на территории республики Коми. А так в Коми 4 местонахождения. Это поселок Тракт, Кнешпогосский район, поселок Щет-Тудор, Кайгородский район и станция Язель, Сатвудинский район, где мы сейчас с вами и находимся. Так, начинаем полевые работы. Погружаемся в изучение плавунка. Выехали с Сыктывкара, примерно за полчаса доехали до Язеля, Кочояга. Этот вид плохо переносит конкуренцию, поэтому вот на таких вот заросших участках он не будет расти, если здесь клевер растет и так далее. А вот именно на оголенных таких вот участочках он очень хорошо себя чувствует. Как только мы найдем росянку, сразу найдем и плавунок. Они растут вместе. Конкурентов как бы плавунок не любит, но с росянкой они подружились, растут вместе. Ну, одно из нескольких видов насекомоядных растений на нашей территории. Вот за счет железа, которое на листиках есть, она выпускает клейкое вещество, и когда туда попадает комар, листик сворачивается и съедает. Я взял себе росянку. В подарок жене привезу, будем расти на подоконнике. Вместо антикомарина у нас будет росянка. А плавунок вот он красавчик. Да, Он такой маленький есть? Да, вот это он и есть. Мы так долго не могли. Да, вот это он и есть. Есть такая гипотеза, что это заносное растение, и, возможно, споры вот этого плавунка заносят птицы водоплавающие, поскольку вы видите, да, что здесь водоемчики рядом. И, возможно, это действительно так. Это гуси, вид гуменик. Я их снял в этот же день, тоже на карьере. Так посмотрите, они какие красивые. И как они умудряются позировать на коптер. Как гусь гребет лапками, прям видно. Друзья, предлагаю еще раз полюбоваться красотой карьера под Язелем. Вы только вдумайтесь, какая у нас разнообразная и интересная республика Коми. И те, кто желает поддержать наш проект «Территория Коми» финансово, оставлю тут свои реквизиты. Новый ролик на канале будет уже завтра. Мы еще нашли два растения. Один хвощ полевой, который в особенно деревнях Усть-Куломского района очень часто используют в еде, в пироги кладут и едят. А это хвощ зимующий. Пемолюкс номер 1 для туристов. Очень жесткий. Им моют тарелки, посуду во время похода. А еще можно высушить и размолоть. И получится как раз таки порошочек для чистки посуды.